Эфир телеканала продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. О ситуации с пожарами в нашей республике. Здравствуйте. Сегодня на территории республики действует 316 пожаров. Это больше 1 миллион 305 тысяч га земли. Тушится из них 76 пожаров. Локализовано 14. Работают людей 2244 человека, 320 единиц техники. Ликвидировано за сутки 20 пожаров. Обнаружено 12 пожаров. Также работают воздушные судна разных структур. Так, у нас воздушное судно Ми-8 работало в районе Ленских столбов Хангаласского района для дислокации сил и средств по пожаротушению. Также работает воздушное судно Ми-8 Вооруженных сил Российской Федерации. Они работали в Алекпинском районе и в ближайших районах от города Якутска. Также один борт находится в Нюрбинском районе и работал по водосливным устройствам. Также ожидаем сегодня прилет двух бортов Ил-76 Вооруженных сил в город Мирный для работы в Мирнинском и Сунтарских районах. Это по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И я думаю, что тут мы исправим ситуацию, потому что в этих районах довольно тяжелая ситуация. Также вчера работал у нас зондировщик Ан-26. Сегодня тоже планируется работа данного судна. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Массовые мероприятия в регионах будут зависеть от сдачи ПЦР-тестов. Айсен Николаев провел встречу с ректором СВФУ. В Якутске появилась первая криптобиокабина. Массовые мероприятия в регионах будут зависеть от числа людей, сдавших ПЦР-тест. Охват населения ПЦР-тестами, темп прироста заболеваемости за неделю и коэффициент распространения инфекций – 3 этих показателя будут влиять на возможность проведения массовых мероприятий в регионах. Соответствующее постановление вынесла главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова. Так, проведение массовых мероприятий, в которых участвуют от 500 до 1000 человек, будет возможно при условии, если коэффициент распространения инфекций меньше или равен единице, а темп прироста заболеваемости не более 10%. При этом охват ПЦР-тестами должен быть одинаковым для всех мероприятий, не менее 200 на 100 тысяч человек населения. Все показатели оцениваются в динамике за двухнедельный период. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа. Прививку от гриппа нужно сделать не менее чем через месяц после прививки от коронавируса, следует из проекта постановления Роспотребнадзора. Региональным властям ведомство рекомендует принять меры, чтобы охватить прививками против гриппа не менее 60% от численности населения каждого субъекта и как минимум 75% людей из групп риска. При этом руководители регионов должны будут проконтролировать иммунизацию сотрудников образовательных организаций. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу вводить ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также образовательного процесса. Программу по льготной ипотеке по ставке до 7% продлили до 1 июля 2022 года. Кроме того, будут расширены условия программы «Семейная ипотека». Принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком. Купить жилье в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» уже можно по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банком возмещает государство.
По данным Сахастата, численность занятых в экономике увеличилась почти на 5000 человек. Также общая численность безработных уменьшилась почти на 7% и составила 35 тысяч якутян. Во многом улучшению ситуации способствовало частичное снятие ограничительных мер. Подробнее в материале Саргаланы Неустроевой. Прошлый год стал настоящим испытанием для рынка труда во всем мире. Так, в республике уровень безработицы повысился на 0,7%. Однако уже к марту этого года статистику удалось улучшить. Количество вакансий увеличилось на 11%, а численность зарегистрированных безработных снизилась на 28%. У нас картина на сегодня такая, что в целом по республике рабочая сила по сравнению с прошлыми годами немного растет. У нас получается 502 тысячи граждан, это у нас рабочая сила. И, соответственно, динамика занятости тоже немного выросла по сравнению с прошлым годом. В этом году свою лепту в развитие рынка труда вносят и общественники. Так, благодаря проекту «На вахту-14» на заработки в крупные промышленные районы уезжает уже 4-я группа. При этом обучение проходит за счет самого работодателя. Мы специально готовим ребят, не просто ребята туда едут работать, а самое главное, мы здесь их обучиваем. У нас есть соглашение с компанией «Колмар», обучаем по им интересующим специальностям. И самое главное, вот обученные ребята идут и сразу начинают работать. Не сдельная работа там, а они уже вступают как специалисты в компанию «Колмар». Тем не менее, жесткие требования Роспотребнадзора во многом и ограничивают возможности Центра занятости населения. Нынче это коснулось подростков, желающих трудоустроиться на летнее время в городе Якутске, Валданском, Амгинском, Вилюйском и ряде других районов республики. В этом году мы планировали порядка 4300 ребят трудоустроить на летний каникулярный период. На сегодня у нас порядка 1200 ребят трудоустроены, работают. В том числе у нас уже несколько лет идет трудоустройство в оленеводческих хозяйствах. Тем не менее, несмотря на все еще действующие ограничения и угрозу заражения COVID-19, республика начинает возвращаться к показателям 2019 года. Станет ли это отправной точкой постковидной эпохи, покажет время. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Якутск. Строительство суперкампуса начнется в Якутске в ближайшее время. Об этом сообщил ректор вуза Анатолий Николаев в ходе встречи с главой региона Айсеном Николаевым. Его общая площадь составит 86 тысяч квадратных метров. В учебно-лабораторных корпусах будут обучаться 6500 студентов в год, в том числе 4500 на очной основе. Также будут построены мастерские, помещения для стартапов и коворкинг-центры и общежития на 4400 человек. Реализация проекта выведет на качественно новый уровень развития не только среднее профессиональное образование, но и всю систему профтехобразования. Кроме того, университет принимает участие в федеральной программе стратегического академического лидерства «Патриот-2030». Цель программы – сформировать в России к 2030 году более 100 прогрессивных и современных университетов. Айсен Николаев выразил поддержку планов университета. Изучение развития северных территорий, особенностей строительства жизни, а также экологического состояния невозможно без наблюдений за изменением криптолитозоны. Именно этим занимается научно-образовательный центр «Север». Подробнее о целях, задачах и направлениях работы нового центра в материале Юрия Осипова. По словам ученых, климатические изменения на планете, произошедшие за последние 50 лет, напрямую связаны с вечной мерзлотой. А значит, необходимо изучать ее современное состояние и эволюцию для возможности прогнозирования дальнейших изменений. В этом и состоит одно из направлений исследований кластера рационального природопользования в криолитозоне научно-образовательного центра «Север». Как себя ведет природная среда, в том числе криолитозона, вот в связи с изменением климата и, конечно же, техногенными воздействиями. Другая сильная проблема – это, конечно же, геологические ресурсы, как их извлекать, как их разрабатывать. И это тоже очень мощный кластер, который должен быть разработан, и чтобы мы с вами нашли нормальные решения для того, чтобы правильно жить, строить. И в этом же кластере есть серия проектов, которая направлена на экологическое состояние территории.
Это стало возможным благодаря тому, что Центр «Север. Территория устойчивого развития» стал победителем конкурсного отбора межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня. Напомним, что это совместный проект 5 регионов. Помимо Якутии в нем принимают участие Камчатка, Сахалин, Магадан и Чукотка. Наш проект был очень высоко оценен, и единогласно члены экспертного совета одобрили включение научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития» в число тех центров, которые будут поддержаны федеральным правительством. И в дальнейшем как раз нашей работой мы все должны доказать, что вот те планы, которые были нашими учеными, предприятиями, министерствами заложены в основу этого плана, так, по развитию Севера, они реальны. Уверен, что все у нас получится вместе с другими субъектами Российской Федерации. Центр имеет несколько направлений работы. Рациональное природопользование в криолитозоне, технологии хозяйственной деятельности в криолитозоне и новых материалов, комплексное энергообеспечение и новые энергоносители, биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике, а также технологии обеспечения социальной стабильности на северо-востоке России. Основная цель масштабного проекта – объединение науки, образования и производства в один комплекс. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Мирный и удачный получат более 32 миллионов рублей на благоустройство. На эти средства построят сети уличного освещения и линии электроснабжения в городском парке. Также отремонтируют тротуары. Помимо этого, средства направят на вторую очередь технологического присоединения к электросетям частных жилых домов в микрорайоне Заречный. Это станет возможным благодаря решению, принятому на сессии депутатов районного совета. Город Удачный получит около 3 миллионов рублей на асфальтирование площади Победы. А на развитие спорта Мирнинский район получит 3 миллиона рублей. Чуть более миллиона рублей пойдет на участие спортсменов района в чемпионатах республики и соревнованиях всероссийского уровня. Для тех, кто успешно выступит на этих состязаниях, также выделены средства. Так, 950 тысяч рублей власти направят на премирование лучших атлетов, тренеров и спортивных работников Алмазного края. Еще один межбюджетный трансфер в размере 1 миллиона рублей достанется физкультурно-оздоровительному комплексу села Арылаха, а именно на его ремонт. В Якутске появилась первая криптобиокабина. С ее помощью можно оформить биометрический заграничный паспорт сроком на 10 лет без помощи профильного сотрудника МВД. Кабина расположена в центре «Мои документы» по адресу Амосова, 18. Криптобиокабина ускорит процесс передачи данных и начало обработки обращения граждан для предоставления государственной услуги, оформления и выдачи загранпаспорта нового образца. Подробнее расскажет наш корреспондент Александр Нестеров. Чтобы подать заявление на загранпаспорт нового образца, раньше необходимо было записаться на прием к определенному специалисту. А сейчас в столице нашего региона открылась первая криптобиокабина. С ее помощью вы можете оформить биометрический загранпаспорт в любое удобное для вас время. Это программно-технический комплекс, называется криптобиокабина с криптографической защитой. Считывает биометрические параметры граждан и направляет их посредством электронного межведомственного взаимодействия в исполнительный орган. Аминбек Азизбеков получает загранпаспорт нового образца. Получить биометрические показатели для него не составит труда. Для этого потребуется лишь идти в криптобиокабину и следовать голосовой инструкции. Уберите палец. Это намного легче, чем ходить к определенному специалисту, записываться на прием, сдавать очень много документов. Ну, конечно, сейчас более легче стало все это в компьютерах. Для оформления загранпаспорта нового образца потребуется заявление, российский паспорт, при наличии ранее выданный загранпаспорт, квитанция об оплате госпошлины, которая составляет 2500 рублей для заявителей до 14 лет и 5000 рублей для тех, кто старше. Также мужчин просят предоставить военный билет. Срок изготовления паспорта составит 1 месяц. Азизбек получает свой загранпаспорт уже с готовыми биометрическими данными. Это цветное цифровое фото и отпечатки пальцев обеих рук. Эти данные отправляются электронно на рассмотрение в систему управления МВД, а уже после будут зашифрованы в микрочип, который находится в самом документе. Оформить биометрический загранпаспорт сроком на 10 лет можно в центре «Мои документы» по адресу Амосова, 18. Александр Нестеров, Григорий Охлопков, Якутск.
К этому часу это все новости. Хорошего дня.